Я продолжаю писать карту дня на 13 апреля. Это вторая часть. Смотрим следующие 6 знаков зодиака. Знаки от весов и до рыбок. Если вы зашли на это видео, вам нужны первые 6 знаков, вам нужна первая часть. Я оставила для вас под этим видео внизу ссылочку. На первую часть нажимаете, переходите, есть там коды. Можете сразу же смотреть свой знак. А я смотрю дальше. Весы. 13 апреля, четверг. События дня. Покажите мне для весов. Так, весы. Смотрим, что вас ждет в четверг. Подарочек. Получите какой-то. Бабочку нельзя. И событие праздник. Может быть, если вы пойдете на событие, то вы кому-то подарите подарочек. Да? То есть вы идете с подарком. Выбор. Два варианта. Весы, колебания, сомнения. Ваши любимые сомнения. Да? Может быть, идти, не идти на этот праздник. Якорь. Ну, якорь — это остановка, да, то есть это когда мы где-то надолго останавливаемся, то есть, возможно, на этом событии, возможно, по якорю будет желание провести время дома, да, то есть поэтому выбор: заякориться дома, да, то есть или пойти на какой-то праздник. И вот вы стоите перед этим выбором, вроде как и хочется, да, то есть и не хочется с другой стороны. Так, значит, лебедь нельзя. Здесь нет. Смотрим по вертикалям теперь. По вертикалям не вижу. Ну и по горизонталям тоже. Значит, смотрите, получается 4 события у вас. У вас показывают, все события крутятся вокруг какого-то праздника в доме. Ну, может быть, не у вас в доме, да, у родственников там, или у друзей. То есть какое-то мероприятие, подарок. Якорь — это остановка, фиксация надолго. И выбор. Кстати, выбор еще может быть выбор подарка. Да, то есть, когда будете покупать, выбирать, да, может быть, будете выбирать долго из 2 вариантов. Так что вот такие события. У вас больше на выходной похоже, чем на будний день. Благодарю за внимание. Весы. Перехожу я к скорпионам. Так, скорпиончики, смотрим. 13 апреля. События дня для скорпионов. Приглашение дерева. Вас могут куда-то пригласить прям с утра. Ожидание. Угу. Еще и время выпадает.
То есть у вас получается, и якорь. Угу. Однозначно 3 указания на то, что придется очень долго, да, вот очень долго по якорю где-то сидеть и ждать. Да, то есть, ну, или будет, может быть, какая-то процедура проходить, допустим. То есть вы точно по якорю где-то надолго заякоритесь. Не знаю, 2, 3, 4 часа бывает. Да, то есть когда человек буквально вот не меняет своего местоположения. Значит, будильник показывает в вашем случае, что, возможно, ну, часто он показывает, что мы опаздываем, но в вашем случае наоборот, что вы либо приходите раньше времени, либо, опять же, будильник показывает, что растягивается, да, что идет медленно, медленно идет время. Неприятность нельзя. Череп нельзя. И здесь нет. Получается, у вас 4 события. В первой половине дня вас могут куда-то позвать, пригласить. Затем показывает на определенное время. На определенное время вам надо будет куда-то попасть, но вы, скорее всего, наверное, придете рано. Что у меня такое ощущение, что выпадает корабль. Ну, корабль — это ожидание. То есть мы приходим рано и долго ждем, долго и нудно. И по якорю, да, то есть, возможно, в этом же месте проводим еще и много времени, несколько часов. Ну, вот как-то так. То есть вроде как бы и плохих событий нет, но как-то вот такое ощущение, что день будет растягиваться как резина, да, то есть идти как-то очень медленно. Так что вот такой денек. Ничего плохого, но и как бы хорошего тоже мало. Благодарю за внимание, скорпиончики. Перехожу к стрельцам. Так, стрельцы. 13 апреля, четверг. События дня. Дорога сразу же выпадает первым событием. То есть у вас с утра прям может быть какая-то поездка. Хорошие новости. Обман. Маска. Конфликт. Я так понимаю, что вы узнаете о том, что вас обманули, да, то есть будет конфликт с этим человеком. Да, видите, замочек. Откроется какая-то тайная информация, да, то есть маска, ну, маски снимутся, да. Удача, возможно, благодаря какому-то, знаете, удачному стечению обстоятельств, то есть это случайность. Благодаря случайности вот эти маски спадут, и вы узнаете всю правду. Казенный дом, посещение госучреждения. Любовь. Тут либо любовь, либо, смотрите, друг еще можно было сделать. Ну, я первую увидела эти сердечки, оставляю их. Если вы увидели это сердце, значит, у вас проиграется общение с другом, подружкой. Расческу нельзя. И здесь нет. Значит, смотрим, получается... Что получается? Дорога, первое событие. Дальше хорошие новости выпадали. Потом обман, конфликт, открытие информации,
удача, везение, посещение госучреждения и гармоничные отношения в паре в личной жизни. То есть у вас, в принципе, видите, есть много хороших событий, удача, новости хорошие, любовь, но есть и минус. Да, то есть минус какой? Обман. Открывается информация о том, что вас обманывали, да, то есть и будет с кем-то конфликт по этому поводу. То есть одно вот предупреждение тоже есть. Благодарю за внимание, стрельцы. Перехожу к козерожкам. Козероги, 13 апреля, четверг. События дня. Покажите мне, пожалуйста. Так, колодец. Колодец — это у нас печаль. Что-то может вас расстроить в четверг. Может быть, нам сейчас покажут, что это. Все хорошо будет в личной жизни. Видите, точно не личная жизнь. Получение какого-то документа, посылки, может быть, просто сообщение даже. Получение сообщения. Тут может быть, кстати, письмо от любимого человека. Проверяем горизонтали, вертикали. Ножницы нельзя. Ключ есть. То есть все в ваших руках показывает в этот день. В принципе, перед вами открыты все двери. Все, что вы захотите, да, как захотите, так и будет. Корона. Общение с представителем власти, закона. Ну вот, кстати, может быть, общение вас как-то может расстроить. Потому что рядышком выпали. Так, здесь нет карты. Обман нельзя. Здесь нет. Здесь нет. Нет и нет. Получается, по диагоналям соединять нельзя. Да, вот солнышко нельзя соединить. Домик нельзя. Так, значит, смотрим, что получается. У вас первая выпадала печаль. Печаль и разочарование. Но другие события показывают, что в принципе все хорошо. Ну, кроме как вот общения может быть. Если подтверждения нет, да, то есть нет там какой-то ссоры, неприятности, да, то есть такого ничего не выпало, то это может вас лично не касаться. То есть, возможно, вам кто-то просто что-то расскажет или где-то что-то увидели, да, то есть какой-то ролик, какую-то новость. Ну, расстроились, ну, как бы, да, там 5-10 минут, через 10 минут уже забыли. И поэтому вот вполне может вот так проиграться, если нет подтверждений. Но у вас только одно подтверждение, это вот рядом это человек власти, закона. Возможно, он что-то такое скажет или сделает, что может вас расстроить. Но при этом у вас, смотрите, есть ключ, показывающий, да, что чтобы здесь вас не расстроило, вы можете найти выход по ключу, да, то есть из любой сложной какой-то ситуации. Плюс у вас все хорошо в личной жизни, плюс получение какой-то информации еще может быть в этот день. Так что, козерожки, единственный минус есть. Будем надеяться, что он будет, эта печаль будет недолгой. Благодарю за внимание и перехожу я к водолеям. Смотрим, водолеи. 13 апреля.
Водолей, четверг, 13 апреля. У вас может быть деловой разговор с утра в четверг с кем-то, бабочка. Ну, показывает, что этот разговор будет пустой. Да, колокольчик — это пустый разговор. То есть, скорее всего, что результата никакого не будет от этого разговора. Хотя это может быть уже другой разговор с кем-то. Да? То есть это, например, деловой, а это разговор там с мамой, с подружкой, с братом. Интимная связь. Выбор. Колебания, сомнения. Слезы. Яблоко. Неприятность. Да, вот есть, видите, и повод для слез. Причем мне так и показалось, что вот эти слезы, они связаны с колебаниями. И плюс еще и выпала здесь же неприятность. То есть вот это, скорее всего, будет одно событие. Выбор какой-то. Или вы сделаете неправильный выбор, расстроитесь. Да, неприятность. Угу. И еще и глубокая печаль сюда же, до кучи. Да, то есть глубокая печаль — это очень сильное разочарование. Ну, в принципе, слезы тоже, да, показывают, что вот до слез обидно. Еще тут, смотрите, мог получиться домик. Да, то есть либо печаль, либо дом. Дом — это событие, мероприятие какое-то. Но я увидела колодец, да, он сразу первый выпал, поэтому оставляю его. Луну нельзя. Значит, смотрите, что получается. С утра может быть с кем-то разговор деловой. Дальше пустые разговоры. Интимная связь. И из минуса показывает, что может произойти какая-то неприятность, которая вас очень сильно расстроит и даже доведет до слез. Возможно, эта неприятность будет связана с выбором. Неправильно сделанный выбор или невозможно, это когда вот из двух вариантов ты не можешь выбрать один, потому что оба тебе дорогие. Поэтому вот ваша задача постараться избежать вот этой неприятности в четверг, да, чтобы не допустить вот этого разочарования, расстройства. Поэтому при выборе будьте очень внимательны, да, чтобы не ошибиться. Вот такая информация для вас, водолеи. Понимаю, что не сильно приятно, но для этого мы прогнозы с вами делаем, да, чтобы стараться как-то вот либо быть готовыми к этому, либо вообще этого избежать по возможности, всех этих неприятностей. Благодарю за внимание и перехожу я к рыбкам. Смотрим рыбки. 13 апреля. События дня для рыбок. Четверг. У вас выпадает первым событием конвертик. Получение. Сундук нельзя. Дорога. Это, кстати, может быть билет. Или паспорт, документ какой-то. Змея нельзя.
Будильник показывает, что вы будете куда-то спешить, да, то есть не успевать, опаздывать. Возможно, у вас поездка, да, то есть, например, билет на определенное время. Новость. Получение информации, новости. Ножницы нельзя. Нет. Нет, и рыбу нельзя, получается. Значит, смотрите, у вас выходит 4 события в этот день. Первое – это получение какого-то документа, справки, бумаги. То есть на руках будет какая-то бумажка. Поездка может быть. Вы будете весь день, да, то есть беспокоиться, тревожиться по поводу времени, переживать, да, чтобы все успеть куда-то. И также еще вы получите какую-то информацию, новость в электронном виде. То есть это обычно смс, письмо на почту, электронная новость. Так что вот такие события. Ну, у вас тут, видите, много нельзя. Ключик нельзя, змею нельзя, да, то есть есть совпадения, но их нельзя соединять по правилам. Так что вот такая информация. Благодарю за внимание, рыбки, и жду вас на своих новых видео.